Интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. В последний день сентября в России отмечается День всемирной сети. Между тем, отсутствие доступа в интернет для многих уже больше, чем просто дискомфорт. Можно ли выбраться из всемирной паутины и как это сказывается в ежедневности? Скоро 5 октября, День учителя, а это значит, что уже сейчас нужно задумываться о том, что же подарить нашим любимым учителям. Чтобы вы не ломали голову, я оставляю вам ссылочку на эту страничку. Как и миллионы россиян, свой мир они опутали цифровой паутиной. Алия Волкова, ведущая праздничных мероприятий, мама, а также начинающий активный блогер. Не то что день, час без интернета и уже теряют. Когда я была в Турции, я снимала сторисы, абсолютно все. И мои подписчики мне писали не только, когда я еще там находилась, но даже по приезду, при встрече мне мои подписчики говорят мне о том, что вот, Алия, спасибо тебе огромное, мы наблюдали за тобой, за твоими сторисами, как сериал. Смотрели, говорят, как сериал это все. Быть в курсе актуальных событий и грамотно распланировать свой предстоящий день. Каждое утро я просыпаюсь, и у меня уже утро мое начинается с соцсетей. В первую очередь, конечно же, это проверка сообщений в WhatsApp, в Инстаграме, видеозвонки маме, проверка чатов в WhatsApp, там родительский чат. И вообще, конечно же, соцсети – это моя главная составляющая в моей работе. Возможности интернет-пространства безграничны. Сайты для детей – незаменимые помощники воспитания и развития ребенка. Я сама выбираю контент, который им будет интересен. К примеру, мультики, где изучают они буквы, цифры. Им на самом деле это очень интересно, и они уже у меня умеют считать. Вроде как ей всего лишь 2 года, но она уже на самом деле знает некоторые буквы, цифры. Для школьницы Анастасии Солосиной, как и для большинства ее сверстников, интернет – это ежедневная необходимость. Подготовка к урокам, поиск дополнительной информации для рефератов и непрерывное общение в соцсетях. Я в этом году перешла в 9 класс, и я очень-очень рада, потому что мы ходим учиться в школу. Практически весь прошлый год мы учились на дистанционке. Это очень-очень неудобно, но меня выручал интернет. Он всегда под рукой, можно в любое время зайти, найти, прочитать и подготовиться к уроку основательно. Без интернета я не могу прожить ни дня, я всегда в соцсетях. Назира Салимгареевна – молодая бабушка, а также активный пользователь мессенджеров. Каждый свой день она начинает с обзвона детей и внуков. Дочку позвоню, вот сейчас по видео. Альбина, привет, Казам, привет, моя хорошая. Как у вас дела, Казам? Хорошо. Ладно, как Роберт? Раньше вот интернета не было. Интернета не было, и написали письма. Вот у меня дочка живет в Нефтеюганске. Вот насчет Роберта, допустим, хочу узнать, как живет, не болеет ли. Вот поэтому написала письмо, ждали ответа. А сейчас очень хорошо, что вот интернет есть и телефоны есть. По телефону, по видео уже мы друг друга звоним, видимся. Интернет для педагога-психолога Елены Амановой в ее работе один из главных инструментов и открывает множество возможностей. Проведение онлайн-консультаций с детьми, участие в семинарах и приобретение новых знаний. Когда я начала свою трудовую деятельность, интернета доступным всем подряд не было, к сожалению. А сейчас с появлением соцсетей, интернета очень легко работать онлайн и офлайн тоже. Информации много. В первую очередь я выучилась детскому психологу, получила онлайн-образование, получила диплом детского психолога, проходя курсы через компьютер, отвечая на вопросы, на тесты, все так же сдавая экзамены. То есть интернет, он во благо людям, если его использовать качественно и экологично, то он здорово помогает всем людям. Интернет – добро или зло? Решать каждому из нас. Мы поздравляем вас с этим современным праздником. Чаще общайтесь в реальности, получайте живые эмоции, берегите себя, и пусть интернет будет во благо.